В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Государственном театре оперы и балета Сивцева-Сорона Амалона состоится премьера этнобалета «Сияющий камень». На этот раз это современная хореография с элементами классического балета в национальном колорите. Основой спектакля послужила легенда о возникновении якутских алмазов, главного бренда современной Якутии. Екатерина Тайшина, главный балетмейстер ТОИП, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, сегодня наша гостья. Екатерина Лаврентьева, здравствуйте. Добрый день. Расскажите поподробнее о вашем новом проекте «Сияющий камень». Вот премьера уже состоялась с успехом, да, в Казахстане и в Киргизии. Немножко подробнее. Вообще идея возникновения этого спектакля, я бы сказала, что у меня уже давно-давно сидела. И я очень хотела поставить этнобалет именно в современном стиле. И эта идея пришла мне в позапрошлом театральном сезоне. И я поставила небольшой номер, прежде чем показать его начальству, руководству нашего театра. Пригласила музыкантов театра Ланхо, с которыми мы уже работали в опере «Нюргумботыр». И нам очень понравилась совместная творческая работа. И я подумала, что вот как раз-таки с ними я смогу воплотить свою мечту. И я очень благодарна нашему директору Владиславу Валерьевичу Левочкину, художественному руководителю Павлу Андреевичу, композитору Кириллу Афанасьевичу, которых я организовала вместе встречу, показала этот номер, рассказала об идее, которой, хотелось бы, чтобы у нас был такой балет. И они с радостью поддержали мою идею. И с либреттой мне помог наш директор Владислав Валерьевич. Мы решили сделать сюжет именно национального нашего балета, чтобы это была легенда наша якутская. И решили, что все-таки нужно что-то придумать самим. И остановились на нашем бренде республики. Это алмазы, наши алмазы, потому что мы изначально хотелось этот балет наш вывозить за пределы нашей республики и прославлять нашу Якутию. И таким образом у нас получилось создать нечто новое. Это новый стиль в балете в нашем. И современная классика, но в этностиле, в неоклассике, плюс это классическая симфоническая музыка Кирилла Афанасьевича Герасимова. Огромная благодарность ему за то, что он все-таки согласился в очередной раз со мной поработать. Это уже наш 4-й балет. И у нас, по-моему, получилось очень даже интересно. Да, премьеры у нас уже прошли в Казахстане и в Кыргызстане с огромным успехом. Для нас это было очень волнительно и ответственно, потому что мы впервые вообще выступили с этим балетом уже за границей. И мы очень рады, что это вызвало у зрителей большой восторг. И они оценили очень сложную хореографию. Вот это вот как раз-таки синтез интересный классического симфонического оркестра и плюс нашего национальной музыки. Да? Огромная благодарность театру Аланхо, руководству и музыкантам, с каким творчеством и рвением они отнеслись к этому проекту. И хотелось бы еще сказать о том, что Владислав Валерьевич придумал, мы вместе вот именно эту идею дорабатывали, но Владислав Валерьевич очень хорошо написал интересное либретто, по которой мы смогли поставить уже в дальнейшем наш балет. Ну, над таким ответственным большим проектом, наверное, работала очень большая творческая команда. Да, конечно. Я еще раз повторюсь, что команда у нас большая была. Наш художественный руководитель, главный дирижер, был постановщиком
именно с оркестром работал, да, в этом балете. Кирилл Афанасьевич, наш композитор, написал потрясающую музыку. Также это, конечно же, театр Ланхо, я уже сказала. Наш директор очень сильно нас поддерживал, помогал и творчески, и, ну, и во многих других областях. Это балетная труппа, которая очень старалась и выложилась на все 100, потому что хореография, она действительно другая. Мы в основном танцуем классику, и у нас не так много современных балетов, а тем более это этностиль. И получилось, по-моему, вот этот вот синтез, плюс еще наши художники, видеограф, который работал нам с видеопроектом, помогал, это Николай Ефремов, художники Михаил Егоров и Сардана Федотова, которые украсили наш балет. Это действительно шикарные костюмы, это интересное оформление нашего спектакля. Вот очень большая команда, очень творческая, и только благодаря нашей сплоченной работе получился такой результат. Постановка балета – это всегда очень затратное такое мероприятие. Скажите, пожалуйста, из каких источников осуществлялся проект? Да, я бы очень хотела поблагодарить и от себя лично, и от нашего театра руководство компании «Алроса», благодаря которым мы смогли вот свою идею воплотить в жизнь. И, конечно же, лично генерального директора Павла Алексеевича Маринычева. И мы ценим тот вклад, который вложила компания «Алроса» в развитие нашего якутского балетного искусства. Вы видели еще техническое оснащение балета в постановке. Как вам удалось все это так соединить? Работа была сложная. Идеи могут быть разные, но воплотить ее — это, конечно же, большой труд, профессионализм. И благодаря именно слаженной работе всей нашей команды, благодаря видеоконтенту, благодаря той же компании «Алроса», благодаря которым мы смогли приобрести именно техническое оснащение, и нашим художникам было сложно, но у нас получилось. Что было самым сложным в воплощении вот вашей идеи? Вообще постановка балета это очень долгий процесс. Это идея, это написание либретто, это сценарный план, это работа с композитором, написание музыки с нуля. Это образы, характеры, это работа с художниками отдельно. И почему-то все думают, что хореограф ставит только танцы, но это же огромная режиссерская работа, да, которая начинается глубоко, задолго до того, как мы начинаем что-то ставить, хореограф. Это, конечно же, хореография, которой я постаралась выразить себя. И вообще, на самом деле, самое сложное было то, что было мало времени. Да? Это время было у нас совершенно ограниченное, и тем более мы решили рискнуть и вывести вот в такую-то дату, нам надо было вывести за границу спектакль с премьерными показами. Поэтому мы работали вот в таком очень тяжелом режиме, и вот это, я думаю, самое сложное было. Теперь о сокровенном. Говорят, что балет — это каторга в цветах. Так ли это? Согласны ли вы с этим? Да, согласна, потому что действительно балет — это очень тяжелый труд. Это постоянно нужно все-таки человек каждый день себя перебарывает, да? Особенно в физическом плане. То есть это очень тяжелая профессия сама по себе физически, но и также морально. Человек должен быть, не все проходят до конца, не все могут стать артистами балета, не все могут стать ведущими. И тем более у нас очень короткий срок в балете, так как он очень сложный. И да,
Каторга, конечно, это звучит Грубо, да? очень грубо, но есть в этом правда. Лично для вас успех – это везение или работа над собой? Успех — это в первую очередь это работа над собой, конечно же. Да. Чем порадуете якутского зрителя в вашем сезоне? Какими новыми проектами? Вот сейчас, как раз 27 ноября, у нас будет 3-я премьера «Сияющего камня». Кстати, наш «Сияющий камень» прошел предварительный отбор в российской театральной премии «Золотая маска». Я считаю, что это уже большой успех. И 27 ноября у нас 3-й показ и приезд как раз эксперта «Золотой маски». Мы вот ждем, готовимся. Вчера у нас тоже прошла премьера 2-я «Сияющего камня». Также в декабре мы готовим для наших юных зрителей премьеру. Это «Алиса в стране чудес». Всех ждем, дорогих наших детей. Тоже будет очень интересный балет в 2 актах. И балет — это не скучно, так что приводите своих детей, им очень понравится. Далее у нас премьера «Пиковой дамы», это весной. И в завершение нашего театрального сезона нас ждет премьера «Благословенных узоров» на музыку также Кирилла Афанасьевича Герасимова. 2-актный национальный балет большой. Очень много проектов, действительно. Думаю, все захотят после нашего сегодняшнего, еще после нашей беседы, обязательно посетить, посмотреть этот балет уникальный. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.